не боятся высказать его вслух. По будням, кроме пятницы, эти люди приходят на «Эхо Москвы» в Уфе и отвечают на ваши вопросы. Слушайте программу «Персонально ваш» с понедельника по четверг в 15:10. Персонально ваш. Добрый день. В прямом эфире «Эхо Москвы» в Уфе. У микрофона Дарья Кучеренко. Это программа «Персонально ваш». И сегодня «Персонально ваш» Юнир Кутлугужин, первый секретарь Башкирского райкома КПРФ, депутат городского совета Уфы. Здравствуйте, Юнир Калименович. Здравствуйте. Можно присоединяться к нашему эфиру. У нас есть номер для СМС-сообщений +7 927 304 1051. И, как обычно, трансляция в Фейсбуке и на Ютубе прямая запущена. А завтра состоится очередное заседание городского совета. И там, насколько я могу судить из той повестки, которую прислали нам из пресс-службы городского совета, один из вопросов, первый, он будет касаться положения о бюджетном процессе в городском округе. Вот вы, если готовились уже к этому заседанию городского совета, расскажите, пожалуйста, чего будет касаться конкретно этот вопрос, что вы там будете рассматривать? Добрый день. Да, действительно, мы вопросы, которые касаются бюджета, рассматриваем. Бюджет на этот год и на последующие 2 года мы еще обсуждали в декабре прошлого года. Ну, жизнь, наверное, ставит нас в такие условия, что в текущем процессе жизнедеятельности и работы приходится опять возвращаться к этому бюджету. И мы на заседаниях постоянных комиссий обсуждали этот вопрос и завтра выносим на рассмотрение сессии. А конкретно вы можете сказать, что там будет рассматриваться? Конкретно мне как депутату очень тяжело, конечно, разбираться в цифрах, но приходится. Да, приходится. Действительно, дополнительно выделяются денежные средства из республиканского бюджета, что мы не наблюдали, и ставится вопрос об улучшении сбора оплат за аренду помещений муниципальных собственностей и аренду земельных участков. Ну, тем самым мы как бы оживляем эту работу, процесс сбора и расходов. Вы упомянули, что этот вопрос рассматривался на заседании постоянных комиссий. Вопрос с открытостью этих комиссий так и остался нерешенным, несмотря на то, что ваш созыв работает уже год. Да. Обсуждается ли сейчас в депутатском корпусе ситуация с закрытостью этих комиссий для журналистов и какие есть позиции? По журналистам мы у себя на фракции КПРФ в Горсовете обсудили этот вопрос и предложили президиуму, чтобы они рассматривали участие представителей средств массовой информации. Вот на этом пока... Что значит рассматривали? Мы предложили, чтобы представители средств массовой информации приглашали на заседание комиссии. Пока еще окончательного решения не принято. У вас какие-то другие фракции поддержали в этом вопросе? По-моему, не поддерживают другие фракции, но там в основном «Единая Россия». И я вот со своей стороны сказал, что могут быть и закрытые, и открытые. На открытые я считаю, что представители СМИ имеют право участвовать. А какие комиссии, вы считаете, можно делать закрытыми? Заседания каких комиссий? Все комиссии, они должны быть открыты. У нас секретов от народа не должно быть, а тем более депутатов Горсовета. Вы наверняка знаете больше, чем знаем мы, журналисты, в плане того, почему эти комиссии не открывают. Мы-то тут строим догадки вместе с политологами, например. Кто-то говорит о том, что депутаты, возможно, там решают вопрос о выделении друг другу земельных участков и не хотят, чтобы об этом слышали другие. Кто-то говорит, что лоббируют свои интересы и не хотят, чтобы об этом знали журналисты. Кто-то говорит, что просто депутаты вообще не ходят на них и ничего там не делают и боятся, что об этом узнают. Я такие ваши догадки исключаю. Почему? Потому что я постоянно участвую на заседаниях комиссии, и таких вопросов я не слышал и не знаю. Поэтому здесь
мы обсуждаем такие вопросы, которые касаются бюджета городской администрации и состояние населения города. Но вас в целом, получается, как депутаты и руководителя фракции устраивает, что у общественности сложилось такое мнение об этом созыве депутатском, что он очень закрытый и совершенно не хочет открываться, и, в общем, непонятно, чем там занимается на этих заседаниях. Я, как руководитель фракции, только за то, чтобы мы были открытые и на заседаниях комиссии, и на сессии. Посмотрим, что будет дальше с этими заседаниями. Я, насколько понимаю, ничего там особо, конечно, не ожидается, никаких подвижек. Один еще из вопросов, который довольно активно обсуждался в последнее время в городской администрации, в том числе в городском совете, даже были по этому поводу публичные слушания, общественные слушания, прошу прощения, это вопрос вандализм, касающийся того, что в городе совершаются акты вандализма, разрушаются там скульптуры, ломаются памятники и так далее, и так далее. Были депутатские слушания по этому поводу. Я не помню, правда, присутствовали вы там или нет. Меня не было, к сожалению. Не было вас. Да. А вообще ваше отношение к этому вопросу? Создается впечатление, что депутаты прям решили серьезно бороться с вандализмом, деньги на программу по борьбе с вандализмом выделять. Я тоже, как депутат городского совета, поддерживаю эту политику, потому что мы такие факты не должны допускать в республике и в столице. А как вы думаете, почему это вообще происходит? Ну, этот вопрос, он очень огромный, и если основательно подойти, здесь усилением правоохранительных органов только, наверное, не добьемся, а вот именно надо начинать с рождения ребенка, и также надо заниматься воспитанием не только детей, но и родителей. И когда общественный порядок устанавливается повсеместно, и люди подтягиваются, я думаю, что этот вопрос, он решался в свое время, в советское время, а сейчас, я думаю, что тоже можно будет, как говорится, взять в свои руки. То есть нужно какую-то пропаганду вести? Конечно, конечно. Здесь не только там устанавливают какие-то рамки, но и разъяснительную работу, пропагандистскую работу среди населения, через средства массовой информации, через общественные организации. Вот мы, как политическая партия, мы поддерживаем такую политику и будем всячески помогать. А если говорить о пропаганде в более широком смысле, вам не хватает сегодня вот в современном обществе какой-либо пропаганды, каких-либо ценностей? Конечно, конечно. Ну и ценности, вот уважение к взрослым, также заслуженным людям, вот даже смотришь в очередях какой-то, даже, скажем, одного возраста люди не могут найти общий язык. Здесь взаимоуважение должно быть. И для того, чтобы людей перевоспитывать и чтобы у них взгляды изменились, здесь должна быть материальная сторона каждого человека и решение социальных вопросов. И все это вот тяжести жизни сегодня отражаются на состоянии людей. Поэтому здесь То есть недопонимание у людей из-за их социально-экономического положения, конечно, вы считаете? Да. Как вы оцениваете социально-экономическое положение людей в республике? Сегодня социально-экономическое положение в республике тяжелое, потому что цены растут, тарифы растут, зарплаты остаются на прежнем уровне, пенсии повышаются через раз на уровне инфляции. Вот я считаю так. А следствием чего является подобное? Следствием здесь, как говорит наш председатель Центрального комитета Геннадий Андреевич Зюганов, надо пересмотреть социально-экономический курс страны, руководство страны и руководство республики. Таким образом, мы можем в корне изменить отношение людей
как к себе, так и обществу. То есть нужен новый руководитель республики и новый руководитель страны? Я не говорю об измене. Эти же люди могут перестроиться и изменить социально-экономический курс. Вы правда считаете, что люди могут настолько сильно перестроиться? Я считаю, что у человека возможностей очень много. Ну, на сегодняшний день руководство страны и республики, наверное, уже не в состоянии изменить этот курс. Поэтому на предстоящих выборах мы будем проводить такую работу, агитационную работу, чтобы поддерживали наши избиратели именно наших кандидатов на уровне страны и на уровне республики. Кстати говоря, вот по поводу могут ли измениться люди, что вы думаете о люстрации? Ну, то есть о том, нужно ли при смене политического курса в стране как бы избавляться, ну, не в физическом, естественно, смысле, а просто увольнять тех людей, которые придерживались иной идеологии, прежней идеологии? Ну, я думаю, что это нормальное явление должно быть. Общество должно быть здоровым, и для того, чтобы сегодня вот на теле нашей страны появились такие опухоли, от которых надо избавляться. О чем вы говорите? Избавляться от того, что природные богатства сконцентрированы в руках отдельных олигархов. Скажем, такие крупные производства и энергосберегающие отрасли нашей страны, которые создавались нашими дедами и отцами, они тоже прибраны к определенным лицам. Здесь должна быть установлена собственность на собственность общенародная, государственная, и таким образом, я думаю, что можно исправить положение. Я напомню нашим радиослушателям, что вы слушаете программу «Персонально ваш». Сегодня у нас в гостях Юнир Кутлугужин, первый секретарь Башкирского райкома КПРФ, депутат городского совета Уфы. Можно присылать вопросы на номер +7 927 304 1051. А вот вопрос городской как раз к вашей компетенции относится. В Уфе планируется митинг против торгового центра на месте детской площадки. Вот медиакорсеть нам сообщает о том, что жители домов на улице Рабкоров и Барякова решили выйти на митинг. Они хотят выразить протест против строительства торгового центра на месте площадки, которая когда-то была построена местным жителям. Акция планируется 4 октября. В общем, заявленное количество участников 100 человек. Вот ваше отношение к подобным инициативам граждан? Конечно, со стороны я сегодня оценку дать не могу, но я думаю, что мы подключимся к этому вопросу и вникнем в суть вопроса. Ну, нет, просто ваша позиция. Вы считаете, можно снести детскую площадку, чтобы построить торговый центр? Вообще, Республиканский комитет КПРФ, сам лично я против сноса детских площадок, зеленых насаждений и так далее. Здесь реально по обстановке, по месту нахождения надо принимать решение. Угу. Если проживающие на этой территории люди хотят сохранить детскую площадку, надо оставить. Потому что я вижу вот с новостройками так часто строятся высокие дома, и возможности играть детям не остается. Кстати, вам приходят вопросы на номер +7 927 304 1051. Я перейду к ним в конце нашей программы. Сейчас вопрос не по той теме, о которой мы говорим. Я хочу о митингах спросить и о вашей готовности поддерживать какие-либо митинги. Вы выступали на 2 последних массовых митингах, один из которых прошел 16 сентября. Был он заявлен как митинг в защиту башкирского языка. Второй митинг прошел 21 сентября за отставку главы республики. Скажите, как вы принимали решение выступить на этом митинге? Мы сами организовываем и проводим митинги, во-первых, и, во-вторых, мы на своих партийных мероприятиях тоже в открытую высказываемся
Это выступление у меня не первое такое открытое выступление. Мы на партийных собраниях, пленумах тоже анализируем обстановку в республике и трезво оцениваем ее. И после того, как Башнефть был продан Роснефти в прошлом году, в сентябре месяце, мы еще в декабре 2015 года с открытым письмом обратились от имени членов Рискома на имя президента Российской Федерации Путину Владимиру Владимировичу, что этого делать нельзя. И мы, как видели из телевидения, в августе 2016 года, когда глава нашей республики был на приеме у Путина, они объявили, что Башнефть приватизировать не будут. Мы успокоились и рассчитывали на это решение. После 18 сентября не проходит даже одного месяца, и распоряжением Медведева Башнефть приватизируется Роснефтью. Путин вас обманул. И Путин, и Хамитов, не только нас. Мы ведь обращались от имени многонационального народа Республики Башкортостан. Это ресурсообразующая, бюджетообразующая организация для нашей республики являлась последним каплей, как говорится, надеждой на дальнейшее развитие. Тем не менее, вы говорите сейчас о Башнефти, а выступали-то вы на митинге в защиту башкирского языка. Вот. Я вас еще раз поправляю. Почему? Потому что я там в открытую не говорил в поддержку какого-либо языка. Я там говорил, что все народы, населяющие нашу республику, имеют право изучать родной язык, а государственные языки, русский и башкирский, должны преподаваться на уровне государственных требований. А некоторые средства массовой информации немножко исказили мое выступление и сказали, что Кутлугужин выступал за такой, значит, вопрос. Фактически я довел резолюцию митинга, которая принималась в Демском районе и на пленуме Рискома о том, что после приватизации Башнефти мы приняли решение потребовать уйти в отставку как главу Республики Башкортостан, так и премьер-министра Российской Федерации. А президента нет? Нет. Почему? Он же вас обманул с Башнефтью. Ну, здесь, наверное, это мое личное мнение, наверное, он доверился премьер-министру и главе субъекта. Так зачем нам такой президент, который в людях не разбирается? Столько лет у власти, а до сих пор не научился в людях разбираться. Вот выборы 2018 года в марте месяце. Посмотрим, какая будет поддержка со стороны народа. Но вы, кстати, получается, что он обманул и нас с вами вместе. Но вы все равно считаете, что он должен продолжать руководить государством, несмотря на это? Я еще так не сказал. Ну, вы говорите, что он доверился и обманулся сам. По этому вопросу у нас в начале декабря будет пленум Центрального комитета, и в конце декабря состоится второй этап 17-го съезда, на которых мы обсудим свою кандидатуру на пост президента. Даже не буду гадать, такая интрига на самом деле здесь, кого же вы выдвинете от себя на пост президента. Но мы сейчас должны прерваться на московские новости, а затем продолжим персонально ваш. Сегодня у нас в гостях Юнир Кутлугужин, первый секретарь Башкирского рискома КПРФ, депутат городского совета. Никакого секрета. Мы говорим все, что знаешь. Радио «Эхо Москвы». Другие СМИ на радио «Эхо Москвы», ежедневный обзор газет и журналов, еженедельники в программе «Обложка», телевидение в передачах «Телехранитель», «Человек из телевизора» и программное обеспечение. Главное из интернета в программе «Блок-аут», а каждый четверг – одна из тем исторического журнала «Дилетант».
13 часов 30 минут. Новости. Социальная сеть Facebook в следующем году прекратит работу на территории России, если не выполнит закон о локализации персональных данных. Об этом предупредил глава Роскомнадзора Александр Жаров. По его словам, закон обязателен для всех. Кстати, компания Twitter пообещала разместить персональные данные российских пользователей в 2018-м. Ростуризм и Ассоциация Турпомощь открыли горячую линию для помощи клиентам ВимАвиа. Ранее сообщалось о создании оперативного штаба. Накануне ВимАвиа объявила о прекращении чартерных перевозок пассажиров из-за финансовых проблем. По некоторым данным, проблемы могут возникнуть у десятков тысяч россиян. Россиян, которые участвовали в ЛГБТ-акции в Норвегии, допросили по возвращении на родину. Как рассказала нам корреспондент «Новой газеты» Татьяна Брицкая, это произошло на КПП Борисоглебск. Участники российской стороны, это были активисты ЛГБТ, они возвращались на автобусе в сторону Мурманска, и на пограничном пункте уже на российской стороне автобус остановили, и после обычной процедуры проверки документов и 3 человек по очереди некие люди в штатском отвели в какую-то отдельную комнату внутри пограничного пункта. Они не представились, они показывали никаких служебных удостоверений. Со слов вот активистов, эти неизвестные двое играли в такого злого и доброго полицейского, один был более агрессивен, другой менее агрессивен, и расспрашивали их о том, по какому мероприятии они были, что это был за фестиваль. Главный вопрос был, кто это все финансировал и почему мэр Киркинесса участвовал в этом мероприятии вместе с русскими. Спрашивали очень жестко, и когда ребята отказались отвечать, потому что, если персонажи просто не представились, да, это просто посторонние люди в штатском, то они сказали, что нам и так про вас все известно, там вы об этом пожалеете и так далее. По словам Брицкой, после расспросов активистов отпустили. Российская академия наук ведет подсчет голосов в первом туре выборов президента. Результаты могут быть объявлены через несколько часов. Кандидатов, напомню, 5. Главу академии должны были избрать еще в марте, но тогда выборы были сорваны. Свои кандидатуры сняли все, включая действующего главу РАН Владимира Фортова. О погоде в Москве сейчас плюс 13 градусов, ночью обещают плюс 4,6, завтра днем плюс 10-12, без осадков. Марина Старцева, служба информации, «Эхо Москвы». Реклама. По понедельникам после 14:30 в студию «Эхо Москвы» в Уфе приходят те, кто хочет сделать наш город красивее. Слушайте совместную программу «Эхо» и Центра современного искусства «Облака» «Парк искусств». Ведет программу Валериан Гагин. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. «Эхо Москвы» в Уфе и проуфу.ру представляет рубрику «Говорим по-башкирски». Сезон. Мидгель. Отопительный сезон. Елато мидгеле. Отопительный сезон. Елато мидгеле. В Уфе официально стартовал отопительный сезон. Üfle елато мидгеле башланды. В Уфе официально стартовал отопительный сезон. Üfle елато мидгеле башланды. «Эхо Москвы» в Уфе и проуфу.ру представляет рубрику «Говорим по-башкирски». В Уфе есть люди, у которых есть особое мнение о том, что происходит. Более того, в Уфе есть люди, которые не боятся высказать его вслух. По будням, кроме пятницы, эти люди приходят на «Эхо Москвы» в Уфе и отвечают на ваши вопросы. Слушайте программу «Персонально ваш» с понедельника по четверг в 15:10. Персонально ваш. Мы продолжаем прямой эфир на «Эхе Москвы» в Уфе. Меня зовут Дарья Кучеренко. Сегодня у нас в гостях Юнир Кутлугужин, первый секретарь Башкирского райкома КПРФ, депутат городского совета. Вам тут приходит СМС-сообщение на номер +7 927 304 10 51. Много тут вопросов, я постараюсь все их успеть потом задать, они касаются конкретной деятельности КПРФ. Про митинги мы с вами начали говорить до перерыва на «Московские новости», и вы сказали, поправили меня, говоря о том, что вы не имели в виду, что нужно
изучать какой-то определенный язык, да, в большом объеме. Давайте, в общем, разберемся. Если СМИ неправильно трактовали ваше выступление на митинге 16 сентября, то что вы имеете в виду, какая ваша позиция по поводу изучения башкирского языка? Это не моя позиция, а позиция Коммунистической партии Российской Федерации. В ней записано, что родные языки каждый народ имеет право изучать. Но в Российской Федерации русский язык является языком межнационального общения. А в национальных республиках, где определены конституциями республик, например, у нас в республике русский и башкирский, они должны изучаться на уровне требований государственных. Я вот это имел в виду. Что вы вкладываете в понятие «изучаться на уровне государственных требований»? Сегодня, наверное, если так я начну говорить, это многие могут не понять. Почему? Потому Давайте что объясним так, чтобы все поняли. После развала Советского Союза этот вопрос был искажен, и национальная политика вообще не проводилась в нашей стране. Я лично сам сторонник того, чтобы образование изменить в целом по стране и в республике, как было при советской власти. Ну вот смотрите, у нас сейчас нет возможности прям сделать так, как вы хотите, но у нас есть возможность или сделать башкирский язык, например, обязательным для изучения в школах для всех учеников, или оставить его на выбор. Есть такая возможность. Фракцией КПРФ в Государственной Думе подготовлен законопроект «Образование для всех». Вот как раз в этом проекте и сказано вообще о получении образования, о детских садах, образования в школе, в вузах и обеспечение первым рабочим местом выпускников. А сегодня ведь мы идем по капиталистическому пути. Да, это все понятно. Да. Юнир Галимьянович, замечательно, что вы следуете заветам, так сказать. Да. Но давайте конкретную ситуацию. Вы не отвечаете на мой вопрос. Что делать с башкирским языком? Вы все-таки выступили на этом митинге. Митинг был объявлен как митинг в защиту башкирского языка. Вы туда шли с какой-то определенной позицией по вопросу, который поднимали. Но я надеюсь, что у вас есть позиция своя собственная, как депутата и как руководителя регионального отделения партии здесь. Какая ваша позиция? В Конституции Республики Башкортостан определены государственными русский язык и башкирский язык. Все верно. Да. Они должны изучаться на уровне государственных требований. То есть как в Татарстане в равном объеме башкирский столько же часов, сколько русский? Какой закон действует, какая конституция действует, так и должны преподаваться. Вы понимаете, что в Конституции не прописано, как должен изучаться башкирский язык? Это определяется сейчас локальными актами в школах. Вот это уже, я считаю, что изменения вносят по, значит, воле некоторых руководителей изменения в Конституцию. Вот этого не должно быть. Но с другой стороны, как нормальный человек, я воспринимаю таким образом. Почему я ссылался на советский образ образования? Там никто никого не заставлял изучать русский язык там или же башкирский, татарский язык. Дети башкиры, татары спокойно шли и учились в русской школе. А русских вообще не заставляли изучать башкирский или татарский языки. Вот я к чему клоню, чтобы вернуть советскую форму обучения. Никого не заставлять ничего изучать. Конечно. Каждый выбирает то, что хочет учить. Да. Если в республике установлены государственными русский и башкирский, если кто-то желает стать, скажем, госслужащим или муниципальным служащим, или же идет он в органы правоохранительные, судебные органы, там в обязательном порядке эти служащие должны изучать и основной башкирский язык. А те люди, которым этот язык не нужен, зачем заставлять? И я знаю, что на примере моих детей, когда я посещал и близко общался со школой, некоторые дети
просто зря проводят время. Угу. Это то, что касается митинга 16 сентября, но вы выступали и на митинге 21 сентября. А тут почему вдруг решили присоединиться? Кстати, оба митинга были не санкционированы. Вас это не пугало? Что вас могут задержать У меня полицейские? была информация о том, что они санкционированы, поэтому я спокойно шел и выступал. Нет, формально, да, вы правы. Да. То есть администрация города и правительство им не предложило альтернативных площадок, поэтому по закону митинги были согласованы. Но вот по трактовке властей нет. Угу. Раз согласованные, все люди имеют право. Поэтому любой человек нашей республики имеет право выражать свою волю через выборы, через референдумы, митинги, собрания и встречи с депутатами. Поэтому здесь... вы знаете, фактически ни одна партия, в том числе и из тех, что представлены в городском совете и в Курултае, не поддержала эти митинги. Ни Конгресса башкирского народа, ни Башкорта, а вы поддержали. Многие политологи, например, указывают на такой национальный характер этих организаций. Например, Башкорт, да, представляющих интересы определенной нации. У КПРФ нет никаких, так сказать, установок по поводу взаимодействия с такими организациями? Мы со всеми народами, со всякими национальностями должны общаться и встречаться. Поэтому это не первый митинг. Мы поддерживали митинги по вопросам ЖКХ, по вопросам поддержки спортивных федераций. Вы готовы поддерживать вообще любые митинги? Нет, не любые. Например, мы уже в течение месяца добиваемся проведения митинга по обманутым дольщикам. Нам 3 раза администрация города отказала, на 4-й раз все-таки согласовали. На 6 октября в Деме в 15:00 проводим митинг по дольщикам. Поэтому здесь по всем митингам митинговать мы не стараемся, Тогда не скачем. Я хочу разобраться. Смотрите, возьмем такую ситуацию. Выходит организация татарская, допустим, которая говорит: мы, в общем, считаем, что татар в республике ущемляют, и что на места ставят татар меньше, чем башкир, например. Это я просто по политику Башкорта переворачиваю сейчас по-другому. Вы пойдете на митинг, организованный такими людьми? Мы каждый раз эти вопросы обсуждаем и принимаем решения. А на сегодняшний день, когда организовывался митинг от общественной организации «Башкорт», я со своей стороны им сказал, таким образом, на этом митинге должны быть все представители всех национальностей, народностей и всех слоев населения. Загонять людей, что ли, туда насильно? Да нет, я свое пожелание сказал. И на митинге я ни разу не сказал, что я поддерживаю ООО «Башкорт». Вы внимательно прослушайте. Я просто, как представитель КПРФ использую и, участвую на встречах, собраниях, на митингах, чтобы объяснять политику платформы КПРФ. Хорошо, я поняла. Вы использовали эту площадку для того, чтобы донести идеи вашей партии. Понятно. А вообще вы разделяете позицию Башкорта и Конгресса башкирского народа? Могу напомнить, какие целиком и полностью я не поддерживаю. Поэтому еще раз обращаюсь. А какие пункты вызывают у вас сомнения? Сейчас я на память не могу сказать. Здесь доминация одного языка или же одной нации неправильно будет. Здесь наш подход такой. Многонациональный народ Республики Башкортостан. Только с этой точки зрения. Мы не должны раскачать эту лодку сегодня. А вам не кажется, что, выходя на подобные митинги, вы способствуете раскачиванию этой лодки? Я считаю, что я со своей стороны, наоборот, предпринимаю меры, чтобы все успокоилось, и те люди, которые вышли на митинги, и те, которые сидят у власти. Смотрите, они должны слушать и слышать. Ваш выход – это политика, да? Вы использовали эту площадку для того, чтобы донести позицию вашей партии. Да.
руководитель администрации главы республики Владимир Нагорный, недавно выступая на конференции, сказал, что нельзя политизировать межэтнические вопросы. Вы здесь с ним согласны или нет? Ну, просто своими действиями вы показываете, что не согласны, потому что вы, по сути, политизируете этот вопрос. Каждая страна ищет свою выгоду, поэтому и представители администрации главы республики, и представители общественной организации, они ищут свою выгоду. А я разделяю только именно платформу КПРФ и с точки зрения только КПРФ. А готовы ли вы со всеми движениями, общественными объединениями, политическими партиями взаимодействовать? Давайте не так поставлю вопрос. С кем еще вы готовы сегодня в республике вступать во взаимодействие? Мы готовы вступать в взаимодействие со всеми политическими партиями и движениями, которые за сохранение мира и спокойствия и нормальной жизнедеятельности в нашей республике. Готовы ли вы выйти на митинг сторонников Навального, например? Ну, с ними тоже надо вести переговоры, встречаться надо. И мы вот в сентябре месяце с Лилия Чанышева. Да, Чанышева. Мы с ней уже встречались. И по поводу наблюдателей на выборах. Да. А мой вопрос касается митингов. Поэтому каждый случай мы должны обсудить, рассмотреть и принять решение. Здесь одностороннего подхода не должно быть. Ну, то есть какие-то митинги, которые будут организовывать сторонники Навального в теории, на которые вы можете пойти. Зависит от повестки этого митинга. На митингах Навального тоже наши люди, представители КПРФ там были, мы знаем обстановку, и они участвовали на этих митингах. Например, такая ситуация. Если на следующих выборах в Курултай, которые состоятся уже в 2018 году, кто-то из Башкорта или из Конгресса башкирского народа предложит вам своего кандидата, и он будет с национальной повесткой вести свою избирательную кампанию, согласитесь ли вы предоставить ему место в списке, и готовы ли будете вы его поддержать как кандидата? Мы уже за последние 3 года в свои списки мы, скажем, от других партий и политических общественных организаций никого не рекомендовали и не планируем пока рекомендовать. Здесь, скажем, кандидаты должны идти с общереспубликанскими интересами. Если такой подход будет, пожалуйста. А если какие-то националистические там, или же идут на крайности то влево, то вправо, с такими лучше не идти. Поэтому и у избирателей должно складываться такое мнение, что КПРФ именно такая здоровая, оппозиционная, сильная политическая партия. Ну, не знаю, пока вы за Владимира Владимировича Путина, будут ли вас считать оппозиционной партией. У меня, знаете, еще к вам какой вопрос по поводу митингов. Как вы оцениваете действия властей в том смысле, что они вот не стали разгонять митинги, но арестовали людей уже по дороге домой? Это то, что касается митинга 21 сентября, а то, что касается митинга 16 сентября, там организаторов оштрафовали. Я думаю, здесь и организаторы митинга допустили ошибки, и представители правоохранительных органов. Здесь конечную точку, конечно, поставить суд. А какого рода ошибки допустили организаторы? Ну, организаторы неповиновение сотрудникам полиции там, и, скажем, ряд других, я, конечно, сейчас сходу не могу анализировать. А вот то, что касается тех, кто участвовал в митинге 21 сентября, по сути, все, кто там находился, были, получается, под угрозой. Вы тоже выступали, вы, получается, были активным участником этого митинга. Если митинг был не санкционирован, надо было всех арестовать тогда. Действительно, чего же не арестовали? Да. Так выборочный подход не должен быть со стороны властей. Всех арестовать. Так если все нарушители, всех надо было арестовывать и разбираться с каждым. А я напомню номер для СМС-сообщений +7 927 304 10 51. Юнир Кутлугужин, первый секретарь Башкирского райкома КПРФ, депутат городского совета Уфы, сегодня персонально ваш.
Башкирия попала в число 15 регионов с тотально сфабрикованными выборами. К такому выводу пришли исследователи Комитета гражданских инициатив, которые анализировали, как прошли выборы в 45 регионах. Так вот, Башкирия вошла в число 15 регионов. Беспокоит ли вас это как человека, который стал депутатом, избираясь как раз-таки на этих самых выборах? Этот факт не только беспокоит меня, даже волнует напрямую, потому что мы, как политическая партия КПРФ, на всех выборах участвуем и видим, какая идет подготовка, какая идет агитация, предоставление средств массовой информации, голосование, подсчет голосов, составление протоколов. По всей республике проводятся такие тотальные фальсификации, административное давление. Мы с этим боремся, боролись и будем бороться. Я считаю, что Республика Башкортостан, наверное, одними из первых среди вот этих 15 регионов. Если были бы честные выборы, избранные люди чувствовали бы себя достойными избранниками народа. А сегодня они ведь зачастую прячутся от народа, не встречаются с ними, если и встречаются, и не решают вопросы. Комиссии не открывают. Да, комиссии не открывают, не пускают корреспондентов. Вопросы вам приходят на номер +7 927 304 1051. Большой вопрос от Екатерины, он состоит из 3 частей. Первый. Сколько сейчас членов КПРФ в Башкирии, какой средний возраст? 3350 коммунистов на сегодняшний день. Средний возраст около 60 лет, к сожалению. К сожалению? Ну, почему? Потому что в те годы, скажем, в партию шли только пожилые. И вот я как наблюдаю, в последние 3 года идут и молодежь из комсомола, даже 18-летние с желанием подходят. Мы с ними проводим работу. Какие конкретно пункты резолюции после митинга от вас, от господина Кутлугужина, какая будет реализация? Ну, наверное, имеется в виду ту резолюцию, о которой вы говорили по итогам митинга 16 сентября. По итогам этих митингов я конкретно и вплотную не занимаюсь. Кто организовывал, те и должны заниматься. Тогда следующий вопрос. Ждать ли уфимцам от КПРФ митинга в коалиции с другими политическими силами? Я же говорю, мы готовы, открыты ко всем политическим партиям. И 6 октября в Деме в 15:00 приглашаем все политические партии, организации и горожан. Следующий вопрос. Как вы прокомментируете тот факт, что, придя в руководство Рескома, избавились от всех настоящих коммунистов, известных оппозиционеров, а теперь они выступают на одной сцене со сторонниками Рахимова, хотя КПРФ раньше был ему в оппозиции? Ильгам спрашивает вас. Ну, я не знаю, кто был в КПРФ и на стороне... Хасан Идиятуллин, Михаил Кадиков. Ну, эти товарищи, они нарушили устав партии, по этой причине они были исключены из рядов партии. И сейчас они, я не знаю, в какой партии находятся. Наш постоянный радиослушатель Едвальный вас спрашивает, как удалось собрать 500 подписей депутатов и 30% в Бурзянском районе в 2014 году. Это может быть какая-то история, о которой я не знаю, я еще тогда здесь не работала. В 2014 году состоялись выборы президента Республики Башкортостан, и там не 500 голосов, подписей в одном районе, а это было по всей республике. Сейчас Государственной Думой принят такое название «муниципальный фильтр». Для того, чтобы выдвинуться кандидатом... Нет, я так понимаю, да. Про Бурзянский район какая-то история конкретно? Нет. В Бурзянском районе там проголосовало, если я сейчас не ошибаюсь, где-то порядка 30% за кандидата от КПРФ. Тогда я кандидатом в президенты был, поэтому спрашивают. А у меня тогда к вам вопрос еще такой. Сейчас идет дискуссия
Она такая тема федерального масштаба, если не международного, но касается и Уфы в том числе. Идет дискуссия по поводу фильма «Матильда». Это фильм про Николая II и про его любовницу, балерину Кшесинскую. Так вот, в Уфе этот фильм не факт, что покажут, потому что поступают угрозы, да, тем, кто хочет этот фильм показывать по всей России. И в Уфе многие кинотеатры приняли решение не показывать этот фильм в целях безопасности. Что вы вообще думаете по поводу этой дискуссии, если вы о ней что-либо слышали и знаете? Да, я так интересовался этим фильмом. Ну, могу что сказать. Если народ просит, это же результат искусства, поэтому с искусством мы должны знакомиться. Когда власти запрещают, у народа, наоборот, возникает интерес, и хотя и запрещают, будут смотреть. Поэтому такие фильмы, наверное, надо показывать. Люди у нас умные, грамотные, сделают соответствующие выводы. А что быть с теми людьми, которые выступают против этого фильма, потому что считают, что этот фильм оскорбляет их религиозные чувства? Ну, религиозные люди и в наше время показывают себя не только с положительной стороны, поэтому на чистоту должны знать люди о нашей истории и о сегодняшнем дне, поэтому секретов не должно быть. Понятно. Спасибо большое. Сегодня в «Персонально ваш» был Юнир Кутлугужин, первый секретарь Башкирского райкома КПРФ, депутат городского совета. Спасибо большое нашим радиослушателям за то, что вы были активны, присылали смс-сообщения. Всего доброго, до свидания. Спасибо, до свидания. В полном контакте с информацией. Эхо Москвы.